Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний урок посвящен сервису Yuxapulse. В первую очередь, данный сервис нам необходим для создания сравнительных изображений, то есть двух изображений, которые сравниваются между собой. Для начала переходим на сайт Yuxapulse. Вы можете здесь же посмотреть небольшой пример. То есть один и тот же объект, одно и то же, вернее, поле, местность, которые сняты в два разных время, до строительства и после. Это Сочи, кстати говоря. На главной странице нажимаем на кнопку Make Yuxapulse и переходим в тот раздел, где уже непосредственно нужно начать работу. В правой и левой частях вы можете заметить специальные поля, куда нужно вставить ссылки на изображение. Это могут быть ссылки на изображение, которые загружены в Dropbox, либо же вы можете сначала загрузить изображение на свой веб-сайт и далее использовать ссылки на эти изображения для создания нашего материала. Мы выберем именно этот вариант. Он достаточно удобный. Итак, загружаем изображение на свой сайт. Получаем ссылку на первое изображение. То есть открываем, ссылка на файл. Как видите, здесь находится справа. Копируем, переходим в Yuxapulse и вставляем в левой части, именно там, где написано Left Image URL. То же самое делаем и со вторым изображением. Копируем ссылку на это изображение, переходим на Yuxapulse и вставляем с правой части. В блоках Label указываем очень короткие, можно сказать, даже заголовки, которые касаются этих изображений. Лево и право. Кнопка Preview помогает нам увидеть, как будет выглядеть изображение, которое мы создали. Очень важно, чтобы изображения были одного и того же размера, то есть изначально подготовить их. Как видите, наш ползунок находится прямо посередине, то есть в начале создания материала он находится посередине, потому что показатель слайдер Start Position он указывает именно изначальную позицию, в которой будет находиться ползунок. А потом дальше мы уже можем его передвигать. Изначально можно установить любое место, любую позицию. Блок Vertical позволяет нам сравнивать изображение вертикально, то есть сверху вниз. Если убираем галочку оттуда, наше изображение будет сравниваться справа налево или слева направо, то как вы будете двигать. Если все готово, жмем на Publish и в разделе Embed копируем представленный код. Копируем код, переходим на свой веб-сайт и вставляем код в тело нашей статьи, то есть именно туда, где мы хотим видеть созданный материал. Давайте посмотрим, в данном случае просто само изображение, которое мы создали, то есть наложили два изображения друг на друга, и как мы видим, все работает достаточно хорошо. Ползунок движется справа налево, то как мы его и установили. В принципе, материал готов. Спасибо за внимание.